Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху. Да, и как бы вот так вот им становится легче. А мусульмане ни с кем не разговаривают. Или разговаривают? Как не разговаривать? Мусульманину проще, он напрямую разговаривает с Аллахом. Так, вот здесь ключик есть. Ну, правильно. То есть, читая намаз, мы разговариваем с Аллахом, да, и все наши проблемы, все наши горе мы ему можем выразить. Можем сказать. А почему? Как так? Почему именно мы ему говорим все это? А кому еще? Ну, может, вот имам, который есть в мечети, например, или хазрат. Он наш Создатель. Кому, кроме Создателя? Если ребенок отцу не жалуется, то кому жаловаться? Из-за этого, вот, как Абай правильно говорит, мы должны понять то, что нас создал Аллах. То есть Он является тем, кто за нас переживает. И оберегается, конечно. То есть, как вот родители, они же не просто вот, у них родился ребенок, и все, ай, живи как хочешь. Нет. Это вот для нас тоже такой же пример. Аллах, субханаху ва тааля, Он желает для нас только добра, только лучшего. И как вот мы уже на первых уроках говорили, да, когда мы вспоминаем Всевышнего? Когда нам тяжело. А Аллах почему дает эти проблемы? Чтобы вспомнил. Правильно, чтобы мы его вспомнили и обратились к нему. То есть, чтобы мы знали, к кому обращаться. И когда у нас происходит какая-то тяжесть, да, мы обращаемся к Аллаху, и Он нам облегчает. И вот один из способов обратиться ко Всевышнему – это намаз. И самое близкое состояние человека к Аллаху – это земной поклон. Вот сегодня, в первых двух уроках мы с вами прошли, да, какие условия намаза должны быть. Сейчас, иншаллах, вот вы мне расскажете. Это повторение, да. Потом мы с вами поговорим о очищении вот физическое, да. То есть тахарат. Еще раз повторим с вами. И уже непосредственно пойдем в намаз. То есть намаз, как он читается. Так, во-первых, значит, мы с вами определили, почему нужен намаз. Во-первых, это очищение физическое и духовное. Во-вторых, это спокойствие. Почему? Потому что, обратившись к Аллаху в намазе, да, мы к Ему говорим все свои проблемы, и Он нам помогает. И, как я уже вам на первом уроке, помните, говорил, человек, чтобы он был счастливым, он должен выполнить 3 правила. Первое это какое? Ну-ка, давайте вспомним. Первое правило. Помните Аллах. То есть Аллах субханаху ва тааля говорит: «Фазкуруни азкуркум». Вспомни меня, и я вспомню тебя. Смотрите. То есть простое правило. Мы проснулись, вот сегодня, альхамдулилля, мы с вами проснулись. А кто не проснулся? Кто-то не проснулся. Почему? Потому что Аллах все, забрал его. А куда? К себе. Потому что Аллах дает, и Аллах забирает. И больше никто. И вот здесь мы проснулись, если скажем альхамдулилля, то есть мы уже воздали хвалу Аллаху. Мы говорим альхамдулилля, то есть хвала Аллаху. И уже мы вспомнили Его. И Аллах, иншаллах, вспомнит нас. Например, мы начали кушать, говорим, что? Бисмилля, то есть с именем Аллаха. Вот вы вышли из дома, закрыли на ключ дверь, да, говорите бисмилля. И вот у вас какая-нибудь была цель, иншаллах, Всевышний вам поможет вот в этом деле. Почему? Потому что вы вспомнили Его, и Всевышний вспомнит вас.
Второе правило. Благодарить Аллаха. Правильно, благодарить Аллах за то, что у нас есть. Вот смотрите, на сегодняшний день очень много людей, у которых есть блага, богатство. У кого-то есть машина, у кого-то есть квартира, у кого-то есть одежда, у кого-то есть еда, да? Но им всегда чего-то не хватает. Почему? Чем больше материальных благ, тем, соответственно, и запросы у людей. Смотрите, просто смотрите, вот на сегодняшний день соцсети, например, они очень сильно влияют. То есть вот человек сидит за ВКонтакте или Инстаграм, где только, и там видит, кто-то съездил куда-то отдохнуть, а он не может. Кто-то что-то купил, там новую машину, а он не может. У него есть какая-то другая, да? То есть, видите, мы видим у людей что-то вот такое хорошее, какое-то новое. Но, к сожалению, мы не видим то, что кто-то на улице живет. У кого-то еды нету, кому-то одеть нечего, у кого-то машины нету. Кто-то квартиру не может, то есть не то, что квартиру, малосемейку не может купить. То есть, смотрите, мы всегда видим что-то выше, а то, что ниже нас, мы не видим. Вот в чем у нас проблема. И смотрите, если мы будем смотреть на тех людей, которые ниже нас, и сравнив с ними, увидим, альхамдулилля, у меня это есть. У меня есть то, что покушать. У меня есть что-то одеть. У меня есть машина. Пусть она не будет новой. Но альхамдулилля, она есть. Я на ней езжу. Она мне помогает. У меня есть где пожить. И когда мы вот в это будем замечать, видеть, или же наше здоровье, альхамдулилля, мы видим, мы слышим, у нас руки, ноги ходят. А посмотрите, сколько сегодня инвалидов, которые хотели бы, как мы, может быть, прийти в мечеть, может быть, увидеть красоту, которую Аллах создал. Могут они? Нет. И смотрите, мы до такой степени привыкли вот к этим благам, то, что уже забываем Аллаха благодарить. А Аллах говорит, если вы будете меня благодарить, то я вам воздам еще больше. Но, к сожалению, мы видим вот только то, что кто-то куда-то съездил, что-то купил, и все. А дальше не видим. Из-за этого нам бы научиться видеть и другую сторону и благодарить Аллаха. И тогда Аллах нам воздаст не только в этом мире, но и где? И в следующем. Вот там-то, иншаллах, будем жить в блаженстве. И третье правило какое? Читать намаз. Просить. Да, то есть просить, читать намаз. «Вад'уни астаджиб лякум». Просите у меня. И смотрите, почему Аллах Субханаху ва Тааля именно мусульманину приказал читать 5 раз в день? Почему? Как думаете? Здесь есть два хикма, то есть 2 мудрости. Во-первых, смотрите, у человека жизнь всегда кипит, так ведь? И человек проснулся и думает, вот сейчас бы вот это сделать, или что-то вот такое сделать. И перед тем, как он сделает, пусть прочитает утренний намаз. И именно в сажда или после намаза поднимает руки и просит к Аллаху, обращается к Аллаху. Прошло у него там 3-4 часа, а меняется же время. И здесь у него что-то изменилось. Так, вот здесь мне вот еще бы что-то сделать. И Аллах Субханаху ва Тааля делает так, чтобы обращайся ко мне, проси у меня, я тебе облегчу это. Понимаете? Из-за этого, то есть первая мудрость в чем? Мы всегда, у нас есть возможность обратиться к Нему. Обратиться к Нему, и все. Тогда Всевышний поможет нам. И второе, вот вначале вы сказали очищение. Как духовное, так и физическое. Мы знаем, нету идеального человека. Или есть? Можно спросить? А вот 5 раз читать намаз, это тоже может быть как бы вот выражение дисциплины? То есть, получается, ты не пропускаешь, читаешь намаз. Ну да, конечно. Да, ну то же самое, как мы кушаем каждый день. И зубы чистим с утра. То есть дисциплина. Но здесь говоришь 2 мудрости. То есть первое, это как бы мы можем обратиться всегда ко Всевышнему. То есть у него двери всегда открыты.
И второе – это очищение. Просто пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, то, что нету идеального человека. Каждый человек грешен. Абсолютно все. У каждого есть свои недостатки. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, наш учитель, да, он сказал, от намаза до намаза прощаются грехи. То есть грехи, которые, может быть, когда мы вернемся к Аллаху, нам будут вставлять палки в колеса, и мы не сможем попасть в рай. А вот здесь у нас есть прекрасная возможность просто себя очистить и уже подготовить к встрече с Аллахом. Вот как бы две основные мудрости. Так, значит, первое условие намаза у нас было что? Помните? Тахарат. Тахарат. Так, когда мы начинаем брать тахарат, с чего начинаем? Так, первый парт отвечает. Лицо мое. Не торопитесь. У вас там не записано? Сейчас, посмотрите-ка. Нет, классно. Нет. Ага, потом говорим бисмилля. То есть все, намерение у нас, и говорим бисмилля. Все, хорошо. Вторая парта. Потом мы что делаем? Да, откуда? До кистей. Да, правильно. То есть мы моем руки до кистей. Хорошо. Третье. Рот полощем. Полощем рот как? Трижды. Трижды. Хорошо. Молодцы. Четвертый. Нос 3 раза. Сперва правый втягиваем воду, Ага. левый высмаркиваем. Молодцы. Хорошо. Пятое действие наше. Лицо мое. Сколько раз? 3 раза. 3 раза. То есть лицо это не просто вот где глаза, уши, нос, да, рот только. Нет. Именно от начала лба до подбородка и от мочки ушей до ушей. Хорошо? То есть вот так полностью мы моем свое лицо. Хорошо. Дальше. Протираем волосы влажные. Нет, Нет, не торопитесь. моем руки мои руки, да, такие до кисти. До локтей. Да, то есть локоть включительно. Хорошо? Не забывайте. Локоть именно обязательно нам помыть. Локоть включительно. Сначала мы моем правую руку, потом моем левую руку. Хорошо? А вы дальше? Протираем голову назад и 1 раз только. Все, то есть 1 раз сначала назад, потом вперед. Хорошо? А вы потом? Югаля, до ног у нас еще? Уши, правильно. То есть мы сначала моем уши. Как? Знаете? Указательным пальцем мы моем внутри. раковину, ушную раковину, да, и потом большим пальцем протираем снаружи. Все, потом? И ноги, да, щиколоток. Правильно, мы моем ноги до щиколоток. То есть сначала правую ногу, потом уже левую ногу. То есть щиколотки включительно. Основное на шею нас оставили еще. А, точно. Еще это. Это после ушей. Еще ушей, да? Да. Шею, ну, как бы, смотрите, я вам сейчас сказал, как бы, все, что надо, а как бы шея это желательно. Желательно в ханафитском мазхабе. Сразу научиться. Ну да, то есть 1 раз научишься, и все, потом уже все это пойдет. Практически так, да. Так, и последний мы говорим дуа, который, как бы, кто знает, он будет говорить, потом уже, ну, это все в дальнейшем. То есть самое основное вот это. Так, это было у нас первое условие намаза. Второе условие, кто помнит? Чистота. Правильно, то есть чистота одежды. Одежда как должна быть чистой? От чего именно? Ну, если ты в туалет сходил, то Ага. одежда была чистая, сам должен быть тоже чистый. Хорошо, правильно. То есть именно, например, когда человек сходил в туалет, справил свою нужду, да, чтобы даже вот капля мочи, она не попала на одежду. Почему? Потому что это тоже является наджис. То есть это нечистота. Нечистота. Или, например, у кого-то иногда бывает давление, там пошла кровь, да, и, может быть, попала на одежду. Ну, может быть такое, так ведь? То есть из-за этого тоже или эту одежду надо помыть, или уже поменять, если уж есть возможность такая. То есть, чтобы чистота одежды это не именно грязь или пыль, а именно вот от нечистоты. Например, у вас есть дети, да, например, и у них есть такая особенность, они писают. И если уж попала на тебя ихняя моча, да, то вот в этой одежде тоже как бы нельзя читать намаз. То есть чистота одежды еще? Чистота места. То есть то же самое. Если, например, у нас дома есть, например, ковер лежит, да, и там ребенок. То есть есть вероятность, что там, наверное, он намочил.
И мы что делаем? Мы берем намазлык, то есть, да, и стелим его, и там читаем намаз. Четвертое. Что? Третий. Ну, третье, да. То есть, да, чистота одежды и чистота мест, как бы это второе, да, третье. Закрыть аурат. Аурат. Что такое аурат? Кто знает? Постыдные места. Постыдные места. У мужчин это откуда? Откуда? От пупка до колена. То есть, самый минимум, что должен быть закрыт у мужчины, да, во время чтения намаза, это от пупка до колен. Ну, желательно, конечно, уже одеться и футболку там, и этот. Так, это было у нас третье, четвертое. Направление. Направление куда? Кибла. В сторону Каабы, да? То есть кибла. Смотрите, вот здесь мы в мечети знаем, да, например, где у нас кибла. Мы, например, можем прийти домой и примерно посмотреть, сориентироваться. А бывают места, где вот мы приехали куда-то в новое место. Мы в гости к кому-то, в другой город, там Челны, Чистополь или еще куда-то. И не знаем. Спрашиваешь, вообще не знаем. Тоже намаз не читали. Тогда что делать? Не читать намаз? Компас. Ну, иногда бывает, он там, раз туда посмотрел, раз туда посмотрел. Ну, Куда ты считаешь нужным? правильно. То есть, куда твое сердце лежит, вот направиться, да, примерно. Например, солнце, да, солнце вот стоит, ты, например, чуть-чуть левее берешь и читаешь намаз. Например, после обеда, да. То есть, куда вот сердце примерно лежит, туда и можно прочитать. Но главное, чтобы надо прочитать, а не просто, я не смог определить место, значит, не знаю. И еще какое у нас условие? Время намаза. Времена намазов. То есть, как мы уже сказали, у нас есть 5 намазов, и у каждого есть свое время. Ну, Аллах облегчил нам и не определил именно, вот, ты должен обязательно прочитать 12. Нет, такого нету. То есть, у него есть период времени. То есть, вот в этом периоде мы должны прочитать намаз. Например, пусть будет обеденный, он с 12 до 3, например, до 3 примерно вот в это время. И вот в этот период мы должны успеть прочитать намаз. Хорошо, то есть с этим мы с вами разобрались. Так, у нас было домашнее задание. Кто-то суру Фатиха выучил, да? Кто-то еще не смог было. Как, получается, нет? Фатиху. Хорошо. А две маленькие суры, это вот «Инна атайна каль кавсар» и «Куль хуаллаху ахада». Получается? Да. Давайте. Кто готов первым? «Куль хуаллаху ахада». Давайте вот эту суру. Она маленькая, с одной стороны, да, всего лишь 4 там аята, то есть 4 предложения, но, как наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, эта сура является 1/3 частью Корана. Из-за этого как бы у нее очень большая награда. Давайте, Абай. Молодцы, альхамдулилля. Кто еще? Давайте. Можно читать, можно не наизусть. Я, главное, хочу как бы услышать, как вы ее читаете. Лям ялид, валям юлад, валям куллаху. Молодцы, якша. Дальше, кто еще? Денис, айда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям юлад, валям якуль лаху куфуан ахад. Якша. Кто еще? Абай, айда газинды. Давайте. Как самый взрослый человек, пример. Постарше есть. Есть, да? Кто здесь? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху ахад, Аллаху самад, лям юлад, валям юлад, валям якуль лаху куфуан ахад. Альхамдулилля. Вот. Давайте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль хуа Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, ва лям якуль лаху куфуан ахад. Молодцы. Кто еще? Давайте. Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, ва лям якуль лаху куфуан ахад. Молодцы. Альхамдулилля. Кто еще? Абай, айдагас. Куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид ва лям юлад, ва лям
якуллаху куфуан ахад. Машаллах, молодцы. Вы, походу, уже как только у вас появилась возможность, да, прийти сюда на уроки, да, вы уже давно готовились, походу, к этому. Здесь такое чувство, что кто-то уже, наверное, давно и намаз читает. Так, кто еще? Кто еще? Айдагас? Молодцы. Давайте. Ну, у вас сын, наверное, по-любому знает. Давай, ну-ка прочитай нам. Покажи. Самый старший прочитал, сейчас самый младший. Напомните начало. Куль хуаллаху ахад. Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям юлид, валям якун лаху куфуан ахад. Альхамдулилля, молодец. То есть, смотрите, самый старший среди нас знает, самый младший знает, то остальное уж, получается, возможность есть. Возможность есть, просто, может быть, у кого-то времени не было, может, желания, да, но реально это выучить. Реально выучить. Что значит, кто-то пока читает, не проблема. Не переживайте то, что вот ей не получается. Получится. Главное старание. Так, кто еще? Так, кто у нас остался еще? Айда? Нет, орта. Аллаху самад, лям ялид, валям юлад, валям якун лаху куфуан ахад. Молодцы. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, валям юлад, валям якун лаху куфуан ахад. Молодцы. Так, кто еще у нас? Пару человек только осталось, да? Ну ничего, они сейчас подготовятся. И к следующему уроку, наверное, по-любому расскажут. Как минимум прочитать. То есть прочитать тоже можно, не переживайте. Если же правильно читать-то надо. Ну да, конечно. Ну смотрите, сразу правильно читать, наверное, мало кто способен. То есть, чтобы правильно читать, надо же кому-то прочитать, кто знает, да? И чтобы он его исправил, и потом уже дальше. Потому что даже ребенок, когда учится ходить или разговаривать, он тоже сначала ошибается. Везде так. То есть человек, который пытается, он научится. Но человек, который стесняется или потом говорит, да, то так и останется, наверное. Из-за этого, то есть, самое главное, это старание. Желание и старание. Так, вторую суру кто знает? Можно прочитать, то есть не обязательно наизусть. Да. Ага, молодцы. Кто еще? Абай, Айдагас. Молодцы. Кто еще? Денис. Кель Каусар. Молодцы. Абай. Инна ахтайнакал каусар фасали лирабика ванхар. Инна шани ака хуаль абтар. Молодцы. Инна ахтайнака аль-кавсар фасалли лираббика ванхар. Инна шаниака хуаль абтар. Ага, кто еще? Инна ахтайнака аль-кавсар фасалли лираббика ванхар. Инна шаниака хуаль абтар. Молодец. Кто еще? Бисмиллахи рахмани рахим. Инна ахтайнака аль-кавсар фасалли лираббика ванхар. Инна шаниака хуаль абтар. Хуаль абтар. Ага, якша. Кто еще? Кто еще? Абай, ең артта, как там? Айда, звукагаз. Инна ахтайнака аль-кавсар фасалли лираббика ванхар. Инна шаниака аль-абтар. Молодцы. Так, передняя парта. Инна атайка аль-кавсар. Подождите, инна а'тайнака. Инна айталика. Г там, Г. Талика кавсар, фасали рабика Ванхар. ванхар. Инна шаника Хуаль. абтар. Молодцы. Молодцы. Кто еще?
Кто? Кто-то, все знают, да? А вы укисыз ма? Айдагыз укыгыз. Инна атайнака ял каусар фасалли ли раббика ванхар инна шанияка хуал абтар. Ага, молодцы. Кем? Екінші партада. Кто еще? Кто у нас еще остался-то? Не так и много остались. Ну, ярар. В общем, альхамдулилля, мы тихонечко идем к нашей цели. И сейчас непосредственно переходим к намазу. То есть, вот эти все условия, которые нужны были, это внешние условия. То есть, до намаза. Это омовение тахарат, да, это чистота одежды и места, это чтобы наш аурат был закрыт, это чтобы время зашло и направление кыбла. Это все было внешнее. И сейчас мы с вами переходим к намазу, которые... С чего мы начинаем? Во-первых, это у нас намерение. Намерение, то есть человек должен намериться, какой он намаз читает. Потому да, ну это вот выходит в намерение. То есть, какой он намаз читает и сколько ракатов этот намаз будет. Давайте с вами разберем на основании утреннего намаза, то есть 2 раката, самый маленький намаз, 2 раката, да? С чего это все начинается? То есть, во-первых, это намерение. Намерение мы должны подумать, то, что вот намериться, то, что все, сейчас я встаю, направился в сторону кыблы и буду читать 2 раката утреннего намаза. Например. Все, это у нас вот намерение было, да, в сердце. И потом уже мы должны в первую очередь мы должны сказать Аллаху Акбар. То есть мы поднимаем руки на уровне плечей, да, и говорим Аллаху Акбар. То есть это слово кто не знает. Аллаху Акбар. Как оно переводится, кто знает? Аллах велик. То есть мы здесь возвеличиваем Аллах. То есть его вспоминаем. Так ведь? И вот это самое главное. То есть, чтобы войти в намаз, то есть вход в намаз, вот когда мы домой заходим или в класс, да, мы всегда заходим через дверь, так ведь? Никто через окно, наверное, не заходит. И когда, чтобы войти в намаз, мы тоже, чтобы войти в намаз, мы говорим Аллаху Акбар. То есть это именно... Написано на уровне ушей. На уровне плечей, да, или на уровне ушей. А разве не за ушами? То кто так делал, кто вот так делал, как бы этот. То есть главное поднять руки. Утренний намаз же ладонями на голову. Так пишут. Вот так. Встаешь, намерение сделал, Аллаху Акбар. Ага. Все, дальше погнал. Да. То есть мы, главное, поднимаем руки. На уровне ушей или плеч, главное поднять руки и сказать Аллаху Акбар. Хорошо? Первое, понятно? Все, подняли руки, сказали Аллаху Акбар, и потом ставим руки на уровне живота, на уровне пупка, на левую руку ставим правую. Вот так. Понятно? То есть на левую руку ставим правую. Можно это вот схватиться чуть выше кистей, можно посередине или до локтя. То есть как вам удобно. То есть поставили это, именно показывает нашу смиренность. Нашу смиренность перед Аллахом. Ради Хазрат, вот еще в этом моменте есть это. Некоторые источники пишут, что в нашем масхабе руки надо 2 пальцами, а 3 сверху. Вот таким образом. Как это? Ну, а вы, давайте пока подробности не будем входить, потому что некоторые люди в первый раз пришли. Нет, я думаю, но вы, как говорит, больше знаете, спорить не буду, но выходя из практики, вот сразу такие моменты надо последовательно. Нет, здесь больше запоминается. А потом, когда начинаешь намаз читать, эти огрехи вылезают. И не знаю. А бы это не грех. То есть, смотрите. И смотрите, вот здесь я вам нарисовал такую картинку, конечно, я не художник, да?
не художник, но вот примерно постарался вам показать. Вот смотрите, то есть вот здесь мы подняли руку, вот нам первое действие, подняли руку, сказали Аллаху Акбар, да? Вот здесь я напишу Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Да, вот здесь первое мы сказали. И все, мы здесь стоим. Стоим, да? Руки поставили как бы на уровне пупка, да, и правую руку поставили на левую. И вот здесь мы читаем суру Фатиха. То есть, когда стоим Фатиха, да, и инна атайна каль каусар. Вот это каусар. То есть, вот эти две суры. Да, Данис? Между Аллаху Акбар и Фатихой же еще один дуа. Это все есть. Но смотрите, давайте сначала начнем с легкого. Потому что кто-то эту дуа знает, кто-то не знает. И сейчас вот я скажу, еще дуа есть, он скажет, опа, еще и дуа учить. То есть это сложно, понимаете? Давайте пойдем по такому пути с легкого к чуть сложному, хорошо? Потому что, например, если в первый класс прийти и сказать, так, надо таблицу умножения знать, то скажет, о, мне еще здесь рано. Я пока еще там побуду. Из этого давайте, то есть начнем с того, что мы уже знаем, да, и то, что нам легко. А потом дальше больше. Хорошо? То есть, смотрите, мы сказали Аллаху Акбар, поставили правую руку на левую, да, и там есть дуа. Есть. Ну, и его не обязательно пока читать. Не обязательно. То есть, если вы прочитаете, то это будет хорошо, и вы за это получите награду. Но если вы его не знаете, не прочитаете, то проблем нету. Намаз можно читать. Хорошо? Из-за этого пока мы читаем с вами суру Фатиха. Почему? Потому что в намазе именно самое главное чтение. Как в нашем ханафитском мазхабе говорится, главное прочитать что-то из Корана. И мы читаем суру Фатиха, Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Да? Вот это 7 аятов Ар-Рахман Ар-Рахим, да? Прочитали. Потом говорим Бисмиллахи Ар-Рахман Ар-Рахим и читаем Каусар. Например. Кто-то, например, пока Каусар не знает, он может прочитать Куль ху Аллаху Ахада, например. Если он даже этого не знает, то проблем нет уже. То есть Каусар прочитать или суру Куль ху Аллаху Ахада прочитать, это тоже дополнительно. То есть здесь уж как бы или Фатиху читаете, да, если знаете, да? Там, как объясняли, первый, второй, там, ракаат, там, Фатиха плюс сура. Да, да, то есть, ну мы вот самые маленькие берем уж. Вот Каусар это самая маленькая сура. Просто говорит, что не действительно, как бы, если, допустим, первый, второй обязательно, как бы, а третий, четвертый уже... Нет. Как наш любимый пророк Мухаммад ﷺ сказал, читайте то, что вам легко. Из Корана. То есть не обязательно, например, вот я сейчас должен прочитать и Фатиху, например, и Каусар. Да? То есть пока то, что вам легко, то и читаете. Например, кто-то знает только суру Фатиха. Все, он ее читает, и все. Например, если он знает «Инна атайна каль каусар» или «Куль ху Аллаху Ахада», то он читает. Но если не знает, что тогда? Тогда дождаться, пока он выучит эту суру, что ли? Нет. Фатиху, по-моему, научиться в первую очередь надо, потому что... Вот из-за этого мы же и начали об этом. То есть первое задание у нас было выучить суру Фатиха. Все время... Каусар можно не читать, а Фатиху... Да. Из-за этого... То есть, вот брат говорит то, что а если я сейчас Каусар или другую суру не прочитаю, то уже у меня намаз будет неправильный. Нет. Главное, суру Фатиха прочитайте, и все, достаточно. Если вы Каусар прочитаете или Куль ху Аллаху Ахад, это будет хорошо, это будет лучше, и вы за это получите награду. Ну, вот Фатиху прочитали, да, например, Каусар, если знаете, если не знаете, Куль ху Аллаху Ахада можно читать, да, и все. То есть, когда мы стоим, мы читаем эти две суры. Если мы суру Фатиха прочитали, а другую суру не знаем, то проблем нету. Этот момент ясен? Потом мы переходим к следующему.
То есть, смотрите, Аллаху Акбар мы сказали, это обязательно. Потом мы стоим, то есть встали, да. Потом мы читаем Фатиху. Фатиху прочитали. Кавсар можно прочитать, можно и не прочитать. Ну, потом мы должны пойти на поясной поклон. Называется руку. Вот это называется руку. То есть это поясной поклон. И вот здесь, когда мы, вот эта руку, да, я уж на картинке нарисовал, когда мы встали на руку, да, у нас надо постараться, чтобы наша спина была как параллельно полу, если есть возможность такая. Но если уж нет, то максимально как бы показать свою смиренность. И руки мы ставим на колени, да, они там не висят вот так, а ставим на колени, и наши глаза уже направлены на место саджды. То есть именно вот на пол, примерно там сколько, полметра, да, от ног, да, вот именно всегда мы должны смотреть туда. У нас глаза не должны гулять там, так, там, что на потолке или что нет. То есть глаза у нас всегда направлены на место саджды. И вот здесь у нас тоже есть такое, вот в этом положении, да, когда мы пошли в руку, то есть прочитали суру Фатиха, прочитали Каусар, если знаем, да, потом мы говорим Аллаху Акбар, это можно сказать, можно не говорить. Сказали Аллаху Акбар и сделали руку. Руки поставили на колени, да, и здесь тоже есть такое дуа. Субханака Раббиаль Азим. Это у вас как бы в книжке есть. Это можно говорить, можно и не говорить. Если вы знаете, только если скажете, то будет награда. Если не скажете, то греха не будет. Хорошо? То есть мы вот здесь перед тем, как войти в руку, мы говорим Аллаху Акбар и уходим на руку. Аллаху Акбар. Вот здесь, да? И пошли на руку. Во время рукуа мы говорим Субхана Раббиаль Азим 3 раза. Это можно сказать. Если вы не знаете, то не обязательно. Потом мы вот здесь сказали 3 раза или, ну, где-то секунды 2-3 простояли. Именно вот это показывает свою смиренность. Потом мы встаем, тоже говорим Аллаху Акбар. И встаем. И говорим Сами Аллаху лиман хамида. То есть это слова тоже можно говорить, можно. То есть кто знает говорит, кто не знает не говорит. Все, мы встали. А здесь тоже мы стоим примерно секунду или 2. Встали и потом уже уходим на земной поклон. То есть вот здесь мы после того, как руку сделали, встали, да, и говорим уже Аллаху Акбар. Вот здесь Аллаху Акбар. И уходим на земной поклон. Земной поклон это называется у нас саджда. Саджда. Саджда, и вот это, как мы с вами сказали, самое близкое состояние к Аллаху. Самое близкое состояние. И вот здесь уже человек говорит Субхана Раббиаль А'ля. Субхана Раббиаль А'ля, то есть пречист Аллах, он самый великий, самый наивысший. И когда мы делаем саджда, здесь у нас, вот на это обратите внимание, должно прикасаться 7 органов тела. Это, во-первых, наши ладони, то есть правая и левая ладонь, да, то есть все. Потом наш лоб с носом, да. Потом наши колени и наши пальцы ног. Вот именно 7 частей тела. Еще раз. Лоб с носом, первое, да. Потом 2 ладони, то есть правая и левая.
потом колени и пальцы ног. Правая и левая. То есть именно 7 частей тела. То есть забрасывать одну ногу на другую, как бы это не будет правильно. Из-за этого 7 частей тела должны быть, прикасаться пола. Это именно в саджде. И здесь мы говорим Раббана, нет, Субхана Рабби аль-А'ля 3 раза. Субхана Рабби аль-А'ля 3 раза. Если человек это сказал, то он за это получит награду. Если он не сказал, то не страшно. Не страшно. То есть его намаз будет правильным. Еще раз, до этого момента. Самое главное, мы сказали Аллаху Акбар, потом встаем, руки ставим, правую руку ставим на левую, читаем Фатиха. Это самое как бы основа, да, самый минимум. Потом, если вы знаете суру, да, читайте, если не знаете, не проблема. Потом говорим Аллаху Акбар и идем на руку. Руку, я, как уже сказал, руки ставим на колени, и наши глаза всегда, во время намаза, всегда они смотрят на место саджды. Видите, вот мы здесь саджда сделали же, то есть вот на это место всегда смотрят. То есть глаза никогда не должны бегать где-то. Руку мы поднялись, да, вот стоим, тоже сколько-то. То есть, ну, мы... Стоим, руки пошел. Да, то есть вот так стоя, потом сами Аллаху лиман хамида, и где-то секунду и 2. То есть стоим. Уже руки сюда не ставим, да? На живот не ставим, а руки по швам. Все, простояли секунду и 2, и потом уже говорим Аллаху Акбар и уходим на саджда. Саджда. И вот здесь именно у нас лоб и нос должны быть задеты, ладони, колени и пальцы ног. 7 частей тела. Хорошо? И вот здесь саджда уже мы говорим Субхан Рабби аль-А'ля 3 раза. Все, мы это сказали. Потом мы говорим Аллаху Акбар. И садимся. Садимся. И вот здесь мы говорим Рабби гфирли, Рабби гфирли. То есть это как бы о Аллах, то есть о мой Господь, прости меня. 2 раза. Вот эти у вас есть. Кто знает, тот говорит, кто не знает, тоже проблем нету. Рабби гфирли, Рабби гфирли. То есть это получается где-то тоже секунду 2. Ну, это вот Рабби гфирли выучить, конечно, не трудно. Оно, опять-таки, в разных источниках по-разному идет. В нашем масштабе его не говорят. У них, вот в этой же книжке есть, вот там Шафи и Кети, у них есть это. Из этого смотрите обои. То есть я что говорю? Если мы знаем, мы говорим. Если мы не знаем, не говорим. То есть и намаз будет правильным. И так знаем, и так не знаем. Я что хочу, как бы вам сказать, обезопасить, что ли, себя. Вот не говорить эти это. Не, обои надо говорить. Когда, ну вот, я то уже сказал, в некоторых местах говорит, в некоторых местах... Абы, говорить. То есть давайте возьмем за основу говорить. Кто знает, пусть он говорит 2 раза Рабби гфирли, то есть о Господь, прости меня, о Господь, прости меня. 2 раза? 2 раза, да. То есть все остальное было 3 раза? Да, здесь именно 2 раза. Рабби гфирли, Рабби гфирли. В этом рукугу есть тоже. Сами Аллаху лиман хамидах. Надо говорить в процессе вставания. Да. Рукуга. Да. Или когда уже полностью встал. Не, вот смотрите. То есть смотрите, мы стоим. Сами Аллаху лиман хамида. Раббана ва лакаль хамд. То есть
Да, то есть, когда сами Аллаху лимин хамида мы говорим, когда мы встаем, а уже Раббана валякаль хамд, это уже когда стоим. Ну, так как кто-то знает, кто-то не знает, из-за этого как бы я пока облегчаем. Пока облегчаем. А уже потом тихонечко, говорю же, то есть человек сейчас может столько нагрузить, а потом скажет, не, это пока мне не надо. И это как бы моя позиция облегчить, и вот то, что обязательно в намазе, вот это сделать сначала, а потом уже дополнительно. Мы здесь в сажде встали, Аллаху Акбар сказали, здесь Раббих фирли, 2 раза сказали, и потом говорим Аллаху Акбар, вот здесь Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, и делаем сажда 2 раз. Руку мы делали 1 раз, а сажда мы делаем 2 раза. Это тем самым мы показываем нашу смиренность перед Аллахом. То есть наше стремление быть к Нему ближе. То есть сажда. И в сажда мы также говорим Субхана Рабби аль-А'ля. Субхана Рабби аль-А'ля. То есть 3 раза, если мы это знаем. И все, мы с вами сделали сажда. Потом говорим Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. И встаем уже на исходную. Еще раз, быстренько. Давайте пройдемся. Это у нас был как бы первый ракаат. Мы должны знать то, что у нас мусульмане в день читают 5 намазов. Утренний намаз, там 2 ракаата фарза. То есть пока я сунны не беру, дополнительно не беру, только обязательные. Днем в обед мы читаем 4 ракаата. После обеденный тоже 4 ракаата. Когда солнце село после заката, мы читаем 3 ракаата. И уже ночной, да, читаем 4 ракаата. 4 ракаата. То есть они вот так вот разделяются. И вот сейчас мы с вами вот здесь прошли 1 ракаат. 1 ракаат. И давайте его еще раз пройдем. Перед тем, как начать намаз, мы входим в него и говорим Аллаху Акбар. Да, то есть мы входим в намаз, поднимаем руки на уровне плечей, да, или на уровне ушей. И говорим Аллаху Акбар и ставим правую руку на левую. Хорошо? Потом мы стоим и читаем суру Фатиха. Фатиха читаем. Кто знает дополнительную суру, может прочитать Кавсар, да? Или Кульху Аллаху Ахада. Кто не знает, проблем нету. Говорит Аллаху Акбар и уходим на руку. То есть поясной поклон. В поясном поклоне руки мы ставим на колени, да? И говорим Субхана Рабби аль-Азим 3 раза. Кто знает, кто не знает, можем не говорить. Это мы сказали 3 раза. И потом поднимаемся. Поднимаемся. То есть здесь мы говорим Сами Аллаху лиман хамида. Или если уж вы не знаете пока, можете сказать Аллаху Акбар. Но в основе Сами Аллаху лиман хамида. Все, мы здесь простояли буквально где-то 2 секунды. И уже уходим, говорим Аллаху Акбар и уходим на сажда. Во время сажда мы, вот именно 7 частей тела, не забывайте, пожалуйста. Это что? Лоб с носом. Первое, да? Руки, то есть ладони, колени и пальцы ног. Пальцы ног. Вот это 7 частей тела, которые должны задевать пол. И вот в этом положении мы говорим Субхан Рабби аль-А'ля 3 если знаем. Если не знаем, тоже проблем нету. То есть мы там провели буквально 2-3 секунды, сказали, да, потом говорим Аллаху Акбар и садимся. Садимся. Садимся, и здесь уже мы говорим Раббигфирли, Раббигфирли. О Господь, прости меня, о Господь, прости меня. Если мы знаем. Если не знаем, тоже проблем нету.
Все, сидели, вот эти две фразы сказали, да, дважды одну фразу, и значит, говорим Аллаху Акбар и уходим на саджда. То же самое, то, что и делали в первом саджда. Субхана Рабби аль-А'ля, Субхана Рабби аль-А'ля трижды. Мы говорим, и после того, как сказали, встаем, говорим Аллаху Акбар и встаем на исходную. Все. И на этом у нас первый ракаат окончен. Вот так. То есть можете вот эти рисунки себе зарисовать и как бы на этом вот именно практиковать. Так, все, у нас перерыв. Буквально 5 минут. Иншаллах, сейчас мы заново вернемся к этому моменту. Да? Потом с вами разберем второй ракаат. То есть первый ракаат от второго чем отличается. И на этом заканчиваем сегодняшний урок. Так, еще раз. Значит, мы с вами прошли первый ракаат намаза. Мы сказали то, что намазы, они бывают то есть разных ракаатов, да, утренний, например, 2, обеденный и послеобеденный 4, вечерний 3 и ночной 4. Первый ракаат во всех намазах он одинаковый. Во всех, абсолютно. Из-за этого мы с вами подробно первый ракаат разобрали. То есть, еще раз, мы перед тем, как войти в намаз, должны сказать Аллаху Акбар, поднимаем руки на уровне плечей или на уровне ушей и ставим правую руку на левую. Главное, надо сказать Аллаху Акбар. Человек, если Аллаху Акбар не сказал, то он, получается, не вошел в намаз. И его намаз уже не будет правильным. Из-за этого надо в первую очередь сказать Аллаху Акбар, и все, мы стоим. Потом мы читаем суру Фатиха, да, если знаем дополнительную суру. Может быть, мы знаем суру Фатиха и одну только суру. Например, Кульху Аллаху Ахад, Ихлас, да, больше пока мы не знаем. Из-за этого можно Ихлас здесь прочитать. А можно вообще, если человек не знает, только суру Фатиха знает, он только ее читает. Если он даже суру Фатиха не знает, вот пока еще, вот пришел первый раз в мечеть, да, и смотрит, люди намаз читают. А ему что делать? Тоже он присоединяется. То есть он стоит за имамом, присоединился и повторяет только те действия, которые имам делает. То есть даже суру Фатиха не читает. Суру Фатиха прочитал, например, суру дополнительную прочитал, все, и потом уже уходит на руку. Руку, то есть поясной поклон. Он говорит Аллаху Акбар и уходит на руку. Здесь во время руку у него руки ставят на колени, глаза всегда смотрят на место, где мы будем делать саджда, то есть земной поклон. И здесь, если он знает, он говорит Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Азим, Субхана Рабби аль-Азим трижды. Если не знает, тоже ничего не говорит, и в этом проблем нету. Все, он эти слова сказал, или подождал 2-3 секунды, например. Бывает такое, забыл. Бывает такое, нет? Может быть такое? Может. Человек забыл. Тогда он, так, что делать? 2-3 секунды постоял в таком положении, и потом говорит Аллаху Акбар и поднимается на стояние. Встал. Здесь, когда он встает, он говорит Сами Аллаху лиман хамида, да? Если он это знает. Если не знает, то проблем тоже нету. И встал и говорит Раббана ва лакаль хамд, если знает. Если не знает, тоже проблем. А? Раббана ва лакаль хамд. Это уже когда человек стоит. А если не знает, то тоже проблем нету. Если забыл, тоже проблем нету. Тут получается, мы где-то стоим 2-3 секунды. Стоим. Стоишь, потом мы говорим Аллаху Акбар и уходим на саджда. То есть это земной поклон. Вот здесь это самое близкое состояние к Аллаху, к нашему Господу.
И вот здесь получается у нас 7 частей тела, которые должны прикасаться пола. Еще раз повторяю. Почему на это я заостряю внимание? Потому что это очень важно. Это лоб и нос. Первое. Второе. 2 руки, 2 ладони, да, левая и правая. 2 колена. И 2 на ногах пальцы ног. Это вот 7 частей тела. И здесь мы говорим Субхана Раббиаль А'ля, Субхана Раббиаль А'ля, Субхана Раббиаль А'ля. Это тоже трижды. Если человек забыл или не знает, тоже проблем нету. Он где-то 2-3 секунды находился в таком положении, и потом говорит Аллаху Акбар и садится. И садится. Сел. Здесь он как бы говорит Раббихфирли, Раббихфирли. О, Господь, прости, о, Господь, прости. Если знает. Если не знает, тоже проблем нет. Если забыл, тоже проблем нету. Все, он сказал, то есть 2 секунды так посидел, 2-3 секунды, да, и все, говорит Аллаху Акбар, и опять уходит на земной поклон, саджда. Здесь он также говорит те зикры, которые он говорил, да, Субхана Раббиаль А'ля, Субхана Раббиаль А'ля, Субхана Раббиаль А'ля, то есть пречист Аллах, он самый великий, самый наивысший, да, трижды. Если он забыл, то проблем нету. И после того, как он это сказал, или 2-3 секунды побыл в таком положении, он говорит Аллаху Акбар и встает. И вот после того, как он встал, первый ракаат закончен. Первый ракаат закончен, начинается второй. Начинается второй. До этого момента все ли понятно? Разбирать, как сидим, потом будем? Да, это все потом. Это все потом. Самое главное, пока нам понять действие. То есть стоишь, поясной поклон, да, потом после поясного встал, потом саджда, потом сел, саджда и встал. То есть основное вот это, самая основа. То есть вот эти действия. Там есть то, что во время намаза говоришь, например, суру, это говоришь Аллаху Акбар, да, читаешь суру Фатиха, как бы из Корана что-то. Вот то же самое важно, а все остальное как бы не так важно. И это как бы нам сначала понять основу, то есть заложить фундамент, чтобы фундамент был правильным. А потом уже тихонечко мы будем строить кирпичики. Хорошо? То есть из-за этого, вот до этого момента, то есть действия, все ли понятно? Абайлар, аңлашыламы? Все, хорошо. Получается, у нас первый ракаат закончен. Первый ракаат мы закончили. Мы с вами какой намаз читали? Утренний. 2 ракаата. То есть у нас во всех намазах первый ракаат он одинаковый. Ничем не отличается. Из-за этого, какой бы вы намаз ни читали, вы читаете так же, вот как первый ракаат. Просто уж перед тем, как начать намаз читать, все равно есть намерение. То есть утренний намаз. Мы с вами закончили первый ракаат. Во втором ракаате, когда мы уже сказали Аллаху Акбар и встали, да? Все, мы уже здесь вот руки не поднимаем. Мы просто сразу, мы здесь руки подняли было, да, на уровне плеч, и поставили. А здесь мы сразу говорим Аллаху Акбар и сразу ставим руки. То есть правую руку ставим на левую. Хорошо? И вот здесь уже то же самое. Мы читаем суру Фатиха, да, и желательно прочитать другую суру. Вот здесь мы читали Каусар, да, а здесь желательно прочитать, например, другую суру, например, Ихлас. 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 Если человек знает только Ихлас, например, то есть суру Фатиха и суру Ихлас, то он и там может читать суру Ихлас. Проблем нету. Если он только знает суру Фатиха, читает только суру Фатиха. И проблем нету. Хорошо? То есть он прочитал суру Фатиха, да? Потом говорит Аллаху Акбар и уходит на руку. Какой это у нас? Какой? Поясной поклон. Да? Здесь то же самое. Мы ставим руки на колени, глаза у нас смотрят на место земного поклона, и мы здесь говорим Субхана Раббиаль Азим, Субхана Раббиаль Азим, Субхана Раббиаль Азим. Пречист Аллах, и Он самый великий. Трижды. Да? Сказали, потом мы, когда встаем, да, когда говорим Сами Аллаху лиман хамида, кто это не знает, может сказать Аллаху Акбар.
Ну, как бы желательно говорить «Сами Аллаху лиман хамида». И встали, и «Раббана валякаль хамд». «Раббана валякаль хамд». И руки у нас находятся как бы по швам. То есть руки уже на пояс, на живот мы не ставим. Все это, если вы не знаете этих слов, тоже проблем нету. Просто где-то 2-3 секунды постояли, говорим «Аллаху Акбар» и уже уходим в саджда. Уходим в саджда. Здесь опять-таки у нас 7 частей тела, которые должны прикасаться с полом. Мы здесь говорим «Субхан раббиаль а'ля», «Субхан раббиаль а'ля», «Субхан раббиаль а'ля». Если этих слов мы не знаем, тоже проблем нету. Нету, да? Мы потом после где-то 2-3 секунды находились в этом положении, говорим «Аллаху Акбар» и садимся. Садимся. И здесь то же самое. «Рабби хфирли, рабби хфирли». То есть «О Господь, прости меня, о Господь, прости меня». Сказали дважды. Если этих слов не знаем, тоже где-то 2-3 секунды посидели. И опять говорим «Аллаху Акбар» и делаем саджда. Саджда делаем. Опять здесь говорим те же зикры, которые мы говорили. Да? Субхана раббиаль а'ля, субхана раббиаль а'ля, субхана раббиаль а'ля. И потом мы говорим Аллаху Акбар. В первом ракате мы с вами что сделали? Встали. Здесь уже мы не встаем. А здесь мы так сидим. Мы садимся. Садимся. То есть, как вот мы здесь сидели, да, также и здесь мы остаемся сидеть. Вот в этом есть отличие. Вот в этом есть отличие. Сидим, и вот здесь у нас уже есть некоторые дуа, которые мы должны, как бы, желательно сказать. Это, во-первых, ташахуд, то есть ат-тахияту лиллаху, салавату ат-тайбат. Да, но как бы оно такое длинное. Для кого-то это может быть и сложно. Из-за этого человек, если его не знает, тоже проблем нету. Проблем нету. Можно и не читать. Пока можно и не читать. То есть ат-тахият, он как бы длинный такой, можно и не читать. Если вы прочитаете, то это за это получите награду. Если вы не прочитаете, то намаз все равно будет правильным. Прочитали ат-тахият, потом прочитали салават, если вы его знаете. Аллахумма салли аля Мухаммад, да? Если не знаете, тоже проблем нету. Кто-то его учит там месяц, кто-то 2 месяца учит. По-разному бывает. Кому Аллах как открывает, и у кого какое желание и время. Из-за этого, то есть не надо бояться. Вот я еще не выучил же. А еще не выучил, значит, вот когда выучу, тогда начну намаз читать. Нет. Главное, вот основные моменты знаешь, все, можно начать уже. Суру Фатиха выучил, все, можно начинать. Тогда уж руку саждя сделать не проблема. Иншаллах, у кого есть здоровье. Все. Потом здесь он ат-тахият, кто знает, прочитал. Салават, кто знает, прочитал. Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар. То есть это тоже дуа. То есть переводится как Раббана, о наш Господь. Атина, дай нам. Атина фид дунья хасана. То есть вот в этом мире, где мы живем, блага. То есть мы обращаемся к Аллаху. Мы же помните, с вами говорили, намаз это что? Это дуа, обращение к Аллаху, так ведь? И вот здесь мы говорим, о Аллах, то, что для меня благо вот в этом мире, то, что для меня будет хорошо, дай мне. Потому что Аллах, субханаху ва тааля, Он только знает, что для нас лучше. Иногда бывает такое, то, что мы думаем, то, что вот это для нас будет хорошо, лучше, а на самом деле, оказывается, это для нас наоборот. Например, возьмем машину, да? Вышел ты с утра, решил поехать в деревню. Куда? Навестить родственников. Хорошее дело? Хорошее. Садишься, не заводится. Потому что думаешь, ну что такое, зачем же? То есть ты начинаешь уже вот как-то расстраиваться. А может быть, Аллах просто решил тебя уберечь от какой-то проблемы. Или от поломки во время пути. Ладно, ты один, а с семьей. Зимой можно замерзнуть, у кого-то там ремень ГРМ порвался, еще что-то. То есть, или, не дай Аллах, авария какая-то, да? Причин много. Из-за этого мы думаем, то, что навестить родственников – хорошее дело.
А здесь Аллах просто тебя хочет оберечь. Почему? Потому что Он тебя любит. Он хочет принести тебе добра. Из-за этого вот здесь вот такую ситуацию Он дает. Из-за этого мы говорим «Раббана», «О мой Господь, атина», дай нам. «Фиддунья хасана». «Фиддунья» получается вот в этом мире, где мы живем сейчас. «Хасана», «блага», то, что для нас будет хорошо. «Вафил ахирати хасана». Ахира – это то, что будет после этой жизни. То есть эта жизнь не вечна. Эта жизнь временна. И после этой жизни мы, там не мешаем, после этой жизни мы будем жить в ахира. И вот здесь мы говорим: о Аллах, дай нам в следующей жизни блага, хасанат. Вакина азабан нар. Вакина. И защити нас от самого страшного наказания. Это от мучения и наказания в огне. Вакина азабан нар. Азаб – это наказание, нар – это огонь. Защити нас от адского наказания. Вот что мы просим. То есть вот мы обращаемся к Аллаху с этим дуа, например, с этой мольбой. Из-за этого, чем больше мы будем обращаться, мы, помните, говорили, то, что когда ты обращаешься к человеку, ты можешь к нему обратиться раз, два, три, может быть, на четвертый, пятый раз он скажет: давай, все, достаточно. Ты уже вот все, что хотел, получил, достаточно. А Аллах, субханаху ва тааля, Он наоборот. Он любит, когда к Нему обращаются. Он любит, когда у Него просят, и у Него дверь всегда открыта. Пожалуйста, ты или в 6 утра просишь, или в 12 ночи просишь, всегда Он готов услышать. Он готов помочь тебе. Самое главное это что? Намерение. Это самое главное — обратиться к Нему. Обращайся, то есть сделай причину. И тогда Он ответит, Он услышит тебя. Но, к сожалению, мы забываем об этом. И вот когда вот эту дуа сказали, да, потом уже мы должны закрыть намаз. То есть все, мы же вошли, да, в намаз. То есть через дверь зашли, и также мы должны как бы завершить намаз. Мы говорим в правую сторону сначала в правую сторону. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. То есть поворачиваем голову и говорим: ассаляму алейкум ва рахматуллах. И также потом возвращаем и на левую сторону тоже говорим: ассаляму алейкум ва рахматуллах. Вот так мы как бы оканчиваем намаз. Это было 2-ракаатный утренний намаз. 2 раката. После того, как мы вот здесь уже напишу вот здесь салям в 2 стороны. И вот здесь у нас получается намаз окончен. Все. Намаз окончен. То есть вот это салям дать, да? То есть уже выйти из намаза тоже является обязанностью. То есть, во-первых, мы заходим в намаз, говорим Аллаху Акбар, и когда выходим, говорим ассаляму алейкум ва рахматуллах. Вот что самое важное в намазе. Еще раз повторюсь, что самое главное. То есть без этого намаз не будет правильным. Это в первую очередь мы говорим Аллаху Акбар, да? Мы стоим. Во-вторых, мы читаем суру Фатиха. Потом говорим Аллаху Акбар и делаем поясной поклон. Потом встаем и делаем сажда. То есть уже земной поклон. Потом садимся. Потом опять делаем сажда. В первом ракате встаем. Тогда первый ракат закончили. То же самое делаем во втором ракате. И после второго даем салям. То есть выходим из намаза. Вот что самое важное. Из того, что надо читать, из того, что надо говорить, это Аллаху Акбар сказали, суру Фатиха прочитали и дали салям. Ассаляму алейкум ва рахматуллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах. Все. Вот что самое важное. Все остальное это дополнительно.
Есть вопрос по второму ракаату? А? А вот эти не меняются, ат-тахият, салават? Ат-тахият, салават не меняется. Раббана, все это? Да, это все так, да, это вот всегда. И другие суры? Там есть дополнительные. Дополнительные. Но как бы в основе своей всегда читаются вот эти. Из этого, если вы знаете, их читаете. Если не знаете, не читаете. Не проблема. Все-таки ас-сана. Ас-сана, это вот сейчас возвращаемся к ней. То есть, смотрите, когда мы сказали Аллаху Акбар, да, Аллаху Акбар, до суры Фатиха, мы читаем вот это сана. Сана дуаса. То есть, сана это как бы восхваление Аллаха. Восхваление Аллаха. Почему? Потому что, вот просто сравните. Когда ты приходишь к человеку, или вот раньше такие времена были, да, то есть, когда приходишь к человеку и не будешь сразу там прямо бить в лоб. Мне надо это. Ты сначала говоришь, что вот, ты такой-то, 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 у тебя вот ты такие дела сделал, да. То есть сначала ты его, как можно сказать, восхваляешь. А потом уже переходишь плавно, то есть приспосабливаешь, да, а потом уже плавно переходишь к своей просьбе. Здесь то же самое. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, Он более достоин, чтобы Его восхвалить. Почему? Потому что Он тот, который все, что у нас есть, Он дает. Все, во чем мы нуждаемся, Он дает. А те, например, мы ходим на работу, или нам кто-то помог, это все Аллах Субханаху ва Тааля отправляет нам как помощников. Но именно все эти причины мы делаем, но результат от Аллаха. Он все это дает. Из-за этого в первую очередь мы всегда должны обращаться к Аллаху, к тому, который создал этот мир, тот, который любит нас, желает для нас только лучшее благо, и тот, к которому мы вернемся в конце нашей жизни. Вот так. Из-за этого, вот здесь я могу дописать, то есть до Фатихи сана дуаса, то есть восхваление, да? Я говорю уже, как бы вот это все дополнительно. Дополнительно. То есть, если вы знаете, читаете, если нет, то нет. Вопрос будет такой. Да? Когда саждаем, после воздаем Аллаху Акбар, хвала Аллаху, или когда еще в таком положении, а потом уже встали? Когда мы находимся в сажде, мы говорим Субхана Рабби аль-А'ля. Когда находимся в сажде, то есть когда еще у нас голова находится на полу. 3 раза, помню. 3 раза, да? Потом, когда мы уже начинаем вставать, да, мы говорим Аллаху Акбар. Когда уже встаем? Ну да, то есть вот когда мы начинаем вставать, да. Говорим Аллаху Акбар и начинаем вставать. Понятно. А вот саждада 3 раза Субхана Рабби аль-А'ля. Ага. А если по какому-то этому 2 только сделаем? Если 2 только сделали, Да. то проблем нету. Если забыли, то проблем нету. Или запутались, например, проблем нету. Нет, исправлять не надо. Нет. Даже если вы не сказали, проблем не будет. Ну, и в руку вы тоже. Да, то же самое, да. Еще какие вопросы? Вопросы они есть, но, наверное, не к этому еще относятся. Что именно? Пока ладно. Я вот хотел про опоздавший намаз спросить. Опоздавший намаз давайте чуть позже. Это чуть позже. Там как бы человек пока может запутаться. Вот давайте вот этот, как бы в течение недели вот это закрепим. Сначала вот эту как бы комбинацию. Да, что зачем следует. А потом уже дальше. То есть, потому что пока мы как бы берем себе за основу то, что мы вот или дома одни читаем, да, или на работе, как бы пока именно начинаем. То есть у нас есть начало, у нас есть конец. Как бы с этого. Иногда, как я уже сказал, если вы что-то забыли, или что-то в чем-то запутались, именно где-то что-то сказать, да, то проблем нету.
Если не сказали, то на этом греха не будет. И ваш намаз правильный. Ваш намаз правильный. Просто в следующий раз, уже вы до намаза, например, повторите, прочитаете, и потом уже во время намаза прочитаете. А вот про 3 ошибки, которые не допускаются во время намаза, это какие вот ошибки? 3 ошибки, это, например, когда 3 действия. Иногда бывает, человек, например, начал там чесаться. Долго чесаться. Да, долго чесаться. Или, то есть, вот, например, человек уже, который стоит с края, он думает, что он во время намаза или... Потому что вот когда мы стоим в намазе, почему мы ставим руки? Показываем нашу смиренность, наше спокойствие перед Всевышним. А если он начал чесаться, там что-то по сторонам поглядывать, например, да, уже начнет отворачиваться от того, куда он должен смотреть. Не, ну у него тогда сразу намерений нет, зачем тогда он тогда в намаз заходил? Ну уж, всякое бывает. Не, ну иногда бывает такое, что-то там тоже можно сделать раз, например, да, ну, не постоянно. Вот начнете считать, на себе испытайте, шайтанам не дремлет. Не, ну до этого как мы еще дойдем, насчет ошибок. Но самое главное начать читать. А потом уже дальше, если будут какие-то вопросы, альхамдулилля, как бы мы на связи, как бы по возможности стараемся отвечать сразу. Вопросы бывают у всех, кто делает, а вопросы не бывают у того, кто не делает или не хочет делать. И иногда бывает то, что человек, может быть, он неправильно делает что-то. Бывает такое, но когда ты учишься, ничего страшного. И это самое главное, начать и тихонечко идти к этому. И уже через многократное повторение, то все исправится. Все исправится. Там уже четче будет. Конечно, конечно. То есть выговаривать, вы говорите то, что ну мы же вот первый раз там что-то неправильно получается, что-то неправильно выговариваем, конечно. Это же нам незнакомый язык. Из-за этого вы за это не переживайте. Самое главное ваше именно намерение, то, что вы зачем его читаете. Это же получается, вы услышали приказ Аллаха, то, что Аллах приказал нам. И вы хотите подчиниться его приказу. И неужели он за это будет наказывать? Вот человек захотел сделать, он говорит, нет, иди отсюда. Нет, конечно. Аллах наоборот, когда человек учится, облегчает ему. Но, как вот Абу сказал, есть у нас один такой злейший наш враг, который не хочет, чтобы мы читали намаз. Это, конечно же, шайтан. То есть тот, который, наоборот, хочет нас вести с собой, с ним вместе в адский огонь. Почему? Потому что он, зная Аллаха, он ослушался приказа. Он не совершил сажды. А мы, вот до нас, альхамдулилля, дошло весть, то, что мы тоже должны подчиниться Аллаху. Мы мусульмане. Из-за этого уж сейчас как бы нам ослушиваться его не будет правильно. Потому что кто из нас хочет попасть в ад? Никто не хочет. Из-за этого мы уже сейчас вот в этом мире, который Аллах нам дал, возможность, время, вот сейчас мы должны подготовиться и заработать себе вечное блаженство, а не то, что как бы вот в этом мире. То есть смотрите, сколько людей вот в этом мире копит. Кто-то там одну квартиру возьмет, вторую, яхты, машины, все вот это. Но когда человек уходит из этого мира, все его имущество, все его эти блага не остаются здесь. И потом их делят его наследники. А то, что он время проводил, за то, что он копил все это, вот за это он будет отвечать. Именно он будет отвечать за это. Из-за этого Аллах кому-то дает возможность. Дает. Но здесь не надо забывать готовиться ко Всевышнему, то есть встреча со Всевышним. Вот что самое важное. И не важно, сколько человек в этом мире проживет. Кому-то Аллах дал 20 лет прожить, кому-то 30, 40, кому-то 60, 70, кому-то 100 лет. Но не это важно. А именно важно, в каком
состоянии и с каким багажом мы вернемся к Аллаху. Может быть, вот сейчас вы пришли научиться читать намаз. Вы не все 5 будете читать. Может, начнете с одного. Утренний или наоборот ночной перед сном, да? Это уж ваш выбор. Ваш выбор. Или хотя бы джума. Хотя бы джума, да. То есть, многие так начинают. Самый лучший вариант это джума. Там хотя бы Пятничный намаз обязательно. последовательность. Не, научишься потом все уже. 5 намазов обязательные. Но пока вот когда вы учитесь, как бы, уже человек он же тихонечко как бы внедряет. Вот это как бы, с одной стороны, это как бы несложно. Просто человека, шайтан уже делает так, что тебе вот сейчас 5 раз в день намаз читать, там, тахарат брать, место найти чистое, да. Как бы сложно с одной стороны. Но когда вы уже начинаете читать, там, месяц, 2, 3, год, 10 лет, 20 лет. Потом уже, вот говорю же, вот я уже сейчас, вот, альхамдулилля, где-то 20 лет читаю намаз, да. Когда находит время намаза, ты уже о другом вообще не думаешь. То есть тебе самое главное сейчас найти время, возможность и прочитать намаз. Да, то есть найти возможность и прочитать намаз. И когда уже ты это сделал, у тебя такой, я это сделал. И потом уже другие дела ты можешь делать. А когда на тебе висит вот этот, можно сказать, долг, да, уже остальное тяжело делается. И с другой стороны, если посмотреть, если человек подчинится приказу Аллаха и сделать то, что Он приказал, то Он царь всего. То есть тот, который все это создал. Неужели Он ему не облегчит то, к чему он стремился вот в этом мире? Конечно, облегчит. Говорю же, то есть просто мы должны подчиниться Его приказу. И тогда Он облегчит все, что у нас вот в этом мире. Также это и очищение, и покорение. Конечно, да, это и подчинение, и очищение. Говорю же, все, что Аллах Субханаху ва Тааля нам делает, все, что нам приказано, да, это надо нам, это не Ему надо. То есть чтение намаза, очищение, это нам надо. Это Ему не надо никак. Из-за этого у каждого человека есть свой выбор. И он выбирает. То есть ему сказали, читай намаз. Он говорит, хорошо. Или говорит, нет, я не буду. Стоит, например, у него бутылка водки. Он говорит, то есть человек, например, объясняешь, это нельзя пить, потому что он так говорит, хорошо, я не буду. Кто говорит, ладно, я буду. То есть у человека есть выбор. И он выбирает себе, как жить вот в этом мире. И он также выбирает, как он будет жить в следующем мире. Он готовится к этому. Из-за этого мы делаем причину, мы делаем выбор, а уже Аллах дает нам результат. Вот так вот на этом, на эту неделю мы тоже заканчиваем. Еще раз повторюсь, домашнее задание, кому еще кто не выучил суру Фатиха, да, или другую суру Куль ху Аллаху ахад, например. То есть суру Фатиха, то есть постарайтесь выучить в первую очередь. И потом уже выучить какую-нибудь суру и последовательность. Именно самое главное последовательность в намазе. То есть вот это выучить. На следующем уроке сейчас на следующем уроке опять же вот это напомним, да, то есть просмотрим еще раз и уже потом посмотрим, какие бывают ошибки во время намаза. И какие ошибки намаз полностью портят, а какие ошибки мы во время намаза сделав, можем исправить. И наш намаз будет правильным. Хорошо? То есть следующий урок у нас будет посвящен ошибкам. Так, у кого есть какие вопросы? Аят аль-Курси, это тоже сура, тоже можно читать? Аят аль-Курси это аят. То есть, тоже, да, можно читать, конечно. Вместо Фатиха? Нет, вместо другой, вместо Ихласа. Вместо Ихласа. Да. То есть, суру Фатиха прочитали. Сура, чем отличается сура от аята? Сура это, например, текст, у нее есть начало, у нее есть конец. То есть, сура состоит из аятов. То есть, аят это часть, а сура это набор аятов. Самая маленькая сура состоит из 3 аятов.
«Инна атайнака аль-каусар, фасалли ли раббика ванхар, инна шаняка хуаль абтар». Из этого как бы мы... Они короткие, да? Да, они вот именно короткие. То есть из-за этого во время намаза как бы желательно прочитать суру Фатиха, да, можно сказать обязательно. И потом или 3 маленьких аята, вот, например, «Инна атайнака аль-каусар», или 1 большой, вот аят аль-Курси. Он большой, да? Ну да, нормально. Ну там и есть смысл очень большой. Это самый великий аят в Коране. Без этого, это уж другая тема урока, но это человек, если выучит этот аят и будет использовать его, то он получит очень большую защиту от Аллаха. После намаза читается, да? Да, после намаза тоже. Потому что там есть много достоинств этого аята. Во-первых, человек, который читает его после каждого намаза, то Аллах человеку обещает рай. Уже Аллах обещает человеку рай. И вход в рай, вот от входа в рай, только как бы запрещает его жизнь. То есть он пока живет, да, он читает намаз, читает вот этот аят аль-Курси, после намаза, и иншаллах, после его смерти он войдет в рай. И также, если человек читает аят аль-Курси перед сном, то Аллах защищает его сон от разных шайтанов, от разных наущений. Еще какие вопросы? Интересный вопрос я хотел. Угу. Так. Вот, бывают ситуации же разные. Как будет считаться и что нужно делать, когда ты зашел в туалет, там, с книгой, там, намазлок, там... С книгой нельзя тоже. С книгой нельзя, но все-таки так получилось. Возможно, не было. А книги, они в пакете были. Ну, в основе своей книгу вообще не надо заносить. То есть имя Аллаха, да. То есть это я помню. Читать нельзя. Да, а если уж... Да, то есть, а если по какой-либо причине получилось, да, то желательно его вынести оттуда. То есть поставить его хотя бы около двери, то есть около входа в дверь, чтобы не заносить именно туда. То есть вынести. А насчет телефона, иногда бывает такое, то в телефоне там Куран полностью, да? Куран полностью, например. И что тогда делать? Все удалять, что ли, заходить? Ну, телефон же не оставишь, его могут унести. Книгу-то ты можешь оставить около двери, да? Его, на сегодняшний день очень мало кто читает книги, из-за этого не унесут. А телефон, если оставишь, как бы это... Ну, здесь однажды одному шейху, как бы одному учителю задали такой вопрос. Вот в телефоне там столько аятов из Корана, да, там Куран полностью, что делать? И ему шейх встречный вопрос задал. А у тебя в голове есть аяты Курана? Ну да, конечно, говорит, я тоже намаз читаю. Ну, говорит, ты, можешь свою голову оставить, когда заходишь в туалет? Он говорит, нет. То есть телефон отключаем, то есть чтобы не Куран читал во время туалета, а телефон отключаем, в карман засунули и все. А насчет вашей книги, то есть желательно с книгой не заходить. Если уж вот негде оставить, просто около входа в дверь, около входа в туалет. Допустим, ты держал, все-таки справился. Ну, тогда уж вы же забыли, не специально. То есть по забывчивости проблем нет, Аллах прощает. Забыл добавить, не специально, да. Да, именно. А если уж специально заносить в туалет такие вот книги, то есть не надо. Знаю, это уже... Да, то есть если уж вспомнили, вот в руке держите, и куда девать? Около двери оставьте и заходите. И самое главное, Куран китабом ярам нельзя. Ну, Куран китабом, да уж, конечно, нельзя. И даже на пол ставить как бы нежелательно, потому что это как бы уважение. Это же все-таки слова Аллаха. И из-за этого уж вообще к книге надо относиться серьезно. Потому что эта книга... Без ничего заходить. Да, то есть вообще заходить в туалет, там и желательно долго не сидеть. Потому что как бы там живут другие существа, и из-за этого как бы туда сделал дело и ушел. Желательно вот так. Так, есть еще вопрос? Видеоурок, в каком это можно посмотреть? Так, это есть Мухтасибат, Нижекамский Мухтасибат НК. Это я набирал, смог найти? Не смогли найти, да? Так. А вот в WhatsApp добавили, получается, в группу, там, получается, можно ссылку, что ли?
чтобы общий сделать. Туда можно скинуть, да? Да, скинем. Вот я видел там, добавили некоторые видеозаписи. Угу. Там скинуто, да, именно. Вот так. Сейчас я вот, у нас вот, кто устанавливает, у него уточню, куда именно заходить. Просто я пытался зайти. Не получается, да? Ну сейчас уточним, ответим. Ну, сразу еще пятница, ну, возможно, вот, если после работы хотел приходить, вот, я же пропускал, получается, по первому курсу, мы там уже с ошибкой подряд читаем, получается, как бы там вот эти правила я пропустил, читать все, ну, уже примерно умею, ну, там, Проблема, то есть созвониться, конечно, это не проблема же. Потому что 10-15 минут это вообще не проблема. Еще какие-то вопросы есть? Как определить, когда что-то пытаешься сделать, и тебя Аллах оберегает, а когда нужно просто посильнее постараться сделать? Еще раз, не понял вопроса. Вот вы же сказали, то есть, то, что не получается, значит оберегает от чего-то более страшного. Да. А как определить, когда нужно просто посильнее постараться, чтобы получить? Ты всегда должен стараться. То есть, вот смотрите, ты, например, обратился один раз, да? Ты уже на второй или третий раз ты не должен опускать руки. Потому что ответ на дуа бывает трех видов. То есть мы же сказали, что от дуа это самое сильное оружие мусульманина. И когда человек просит, получается, Аллах может ответить в этом мире. Это первый, сразу же ответить на твою дуа, если это для тебя благо. Во втором случае Аллах через твое дуа, да, вот то, что ты просишь, да, Он тебя оберегает от другого какого-то зла. Может это болезнь, может это какое-то там банкротство или еще что-то. Разное бывает. Из-за этого. И третье, ответ на твою дуа Аллах оставляет на судный день, чтобы тебе было там легче. Из-за этого, когда ты просишь, раз попросил, два, три, всегда надо требовать от него, пытаться, просить. И Аллах, субханаху ва тааля, потом все равно тебе укажет. То, что как бы то есть в твое сердце уже будет успокоиться. Или надо это, или не надо тебе. И даже есть такое истихара. То есть, когда человек что-то хочет такое серьезное сделать или какую-то серьезную вещь купить, он обращается к Аллаху и говорит: «О Аллах, если это для меня благо, то открой мне дорогу, успокой мое сердце. Но если же это для меня зло, то, что это мне причиняет вред, да, то отдали меня от этого». Как? Ты сам знаешь. И все, Аллах субханаху ва тааля всегда, если для тебя это благо, Он приближает, дает тебе возможности, открывает пути, а если для тебя это вред, то Он отдаляет. То есть уже вот, бывает же такое чувство, инстинкт, да? То есть Аллах отдаляет от этого. Из этого, но никогда нельзя опускать руки, и никогда нельзя делать так, что ну все уж не получилось, Аллах не ответил на мою дуа. Нельзя вот так, никогда нельзя так думать об Аллахе. Потому что Аллах, субханаху ва тааля, всегда желает для тебя только блага. Он никогда не желает для тебя зла. А то, что человек там делает, выбирает, то есть это уже его выбор. Он выбрал этот путь. Еще вопросы? Абый, сізден сұрмақ үшіңіз. Мен бірінші күні біздің ғұламаны тауып. Har суббота күні бұл дәрістер. Но мында рус группасы, а? Еще 2 урока. Да, еще 2 урока. Мында рус группасы, татар группасы деген дайындабай. Өзіңізге қорғанып қойсын. Так, сізге қар китап алып келербіз, ярамы? Нәрсе неше екенін. Все, заянтуы. Қар тірелеріңіз, все нормально? Аллах тағала шифалар насып етсін. Раз за телефоны заговорили, вот у нас у всех гаджеты есть, да? Ага. Время настроено на азан. Ага. Я, читающий намаз, услышав азан, нужно ли его дублировать? В телефоне нет. Каждый мужчина-мусульманин должен говорить перед намазом азан и каман, так? Ну, не обязан, желательно. Не обязательно. Не обязательно. Нет. Например, смотрите, я вот живу, например, там, да, или даже я вот живу на мире. И иногда бывает то, что летом, да, когда ветер в мою сторону дует, там азан слышно. Я уже не должен говорить азан. И даже если не услышал, не обязан. Потому что дома азан для чего говорится? Чтобы людей призвать к намазу, чтобы оповестить их. Так. А?
Да, оповещение. То есть люди, давайте через 10 минут мы уже будем читать намаз, через 15 минут будем читать намаз. Из-за этого как бы кто на рынке там кипит в этой работе, да, ну бывает же забывается. Да, это понятно. Теперь перед каждым намазом мы должны говорить хамад. Тоже не обязательно. Хамад тоже не Нет, обязательно? нет. Если скажете, то это будет лучше. Но если кто-то вот не знает, тогда что делать? Что такое хамад? Хамад это как бы, смотрите, азан это призыв на молитву. То есть это говорится вот вслух, чтобы человек так, чтобы он вот оставил все дела, уже начал брать омовение и все. А камат это уже непосредственно перед коллективной молитвой. То есть все, камат говорится, и все уже, все начинают выстраиваться в ряд, и начинается намаз. А дома, как бы там, если человек один только, он может и не говорить камат. Еще? Еще такой вопрос. На работе мы все же работаем. Ага. Очень грамотный коллега Суханова, он спросил меня, мусульманин, кто такой? Я ответил, поклоняющийся, принявший ислам, верующий в Аллаха. А далее он спросил, ты мусульманин, и какую ветвь ислама ты проповедуешь? На то я не смог уже ответить. А что подразумевается под словом ветвь? Ветви ислама, он потом пояснил, подразделяются эти, кто проповедует. Направление, да, направление. В общем, скажите, я преподаю ту ветвь, которую мне научил пророк. И все. Нет, там он, Ну, наверное, хотел сказать толкование. Про масхаб спросил. Вот из этого уточнить. Про масхаб, есть масхаба, есть течение. Ислам, да. Нет, ислам это общее понятие. А масхаб это учение. Школа, это как бы школа. Из этого есть течение, есть школа, как бы. Из этого надо уточнить. Пусть приходит сюда, мы с ним поговорим. У нас ханафитский масхаб. Так, еще есть вопрос? В общем, вот эти действия, да, вот сейчас вы, альхамдулилля, уже выучили суру Фатиха, да, уже эти действия знаете, так что можете даже уже все, начинать, да. Ну да. Не, можете джумага в мечеть приходить, а уже дома хотя бы, говорю же, у кого есть утренний прочитать или ночной прочитать хотя бы, да. То есть уже давайте практиковать, не только знать теорию, да, а уже практиковать. Вот шулай. Яра, пусть Аллах. Давай. Еще одну суру мы прочитали, вторая сура. Потом они же повторяются, получается, 4 суры в днем, допустим, да? Когда 4 ракаата? Да. Это мы разберем на следующем уроке. Просто смотрите, в первых 2 ракаатах сура Фатиха читается и другая сура читается. В других ракаатах уже сура Фатиха только читается, суры не читаются. Вот все. Как ответить, я знаю, потом сказал, как ты можешь быть мусульманином, не зная направления. Ну, конечно, я разделил его мнение. Ну вот, придет, мы у него уточним, что именно он имеет в виду, а потом уже дальше. А так, чтобы быть мусульманином, как я вам уже сказал, во-первых, надо уверовать, да, то есть единственного Аллаха, сказать ля иляха илlallah Мухаммад Расулуллах и поклоняться. Вот, все. Основные вещи. То есть ты сердцем уверовал, языком сказал, телом, руками, или вот, то есть частями тела делаешь. Уточните, да, где можно посмотреть видео? Да, сейчас уточню и напишем иншаллах. Есть еще вопросы? Так, один вопрос. Но я не могу этот вопрос не решить. Ага. Вот у меня я выписал суры, да, по номерам. Ага. Ну вот пока основания не найду я никак, что в одной, на одном намазе разные эти читать нельзя. Скажем, вот кинь, я читаю, да? Ага. А за ним можно, а вот нас впереди тина нельзя. Ага. Кто вам сказал такое? Есть такое, нет? Нет такое.
Это же на том неделе уже говорили. Да? Да. Я вам сказал то, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям читал сначала одну суру, а потом другую, как бы то, что как бы ранее идет. Например, он вот читал суру Аль-Имран или Аль-Майда. То есть сначала вот сура, которая, например, идет 4-й, первый ракате он прочитал, а потом во второй ракате он прочитал суру, которая идет 3-й, например. Вот так. Он читал это. Из-за этого, вот сейчас вы говорите, что это... Если пророк считал, так тут проблем нет. Ну, я вам также и ответил на том уроке. Я свободный, значит. Конечно, то есть не надо усложнять. Религия ислам... Какую знаю. Конечно, конечно. Из-за этого религия ислама, она легкая, не надо ее усложнять. Если зададут нелепый вопрос или что-то в этом роде, я отвечу. Да, да. Смотрите. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху